А нагайцы это одно из крупнейших государств, которое возникло в результате распада Золотой Орды, и его пространство в период могущества простиралось от Западной Сибири до Северного Причерноморья, это с востока на запад, от Казанского ханства до Каспийского моря с севера на юг. Под контролем нагаев находились Болгария, Венгрия, Польша, Северный Кавказ. То есть это не полное перечисление. Это в период, конечно, наивысшего могущества. Этноним Нагая происходит от 13 века. В 14 году вторым человеком, кто его использовал, был Мамай. И Нагай, и Мамай это Беклярбеки татарские, а наибольшего могущества государство Ногайская Орда приобретает уже в 15 веке при Эдыге. Очень тесные отношения, наиболее тесные, между Россией и Ногайской Ордой существовали. В Москве был Ногайский посольский двор, такой же был отстроен и в Казани. И вот эти постоянные дипломатические контакты и с нагаями, и с черкесами, вот в этом большом таком собирательном плане существовали, Россия была очень заинтересована, потому что через ту же самую Ногайскую Орду проходили торговые караваны через столицу Сарайчик. И торговые интересы, безусловно.